Мазхаб – это путь понимания шариата. Все мазхабы восходят к мнениям сподвижников посланников Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, и основаны на Коране и Сунне. На сегодняшний день существует 4 исламских суннитских мазхаба, правовых школ, которые названы по именам своих основателей. Им следует около 2 миллиардов мусульман по всему миру. А как возникли эти правовые школы, мы по воле Всевышнего разберемся далее. Как появились 4 школы мазхаба. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Когда не спасался Коран, и когда наш любимый пророк, да благословит Аллах и приветствует, был среди людей, вынесение правил относительно тех или иных законов шариата было в его руках. Он разъяснял аяты священного Корана. Умма не нуждалась в то время в иджтихаде, то есть в выведении правил большими учеными ислама, основываясь на Коран и Сунну. Посланник Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, оставил правильный путь вынесения этих решений. И когда он покинул этот мир, ученые ислама, основываясь на шариат, Коран и Сунну, выносили решения, отвечая на многочисленные вопросы, возникающие у мусульман. Не каждый верующий может достичь уровня, при котором он может выносить такие решения. Это требует огромного количества усилий в изучении религии. В то время этими людьми были сподвижники посланников Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует, достигшие уровня муджтахида, человека в совершенстве владеющего арабским языком, знающий и понимающий Коран и Сунну и все правила относительно них. Во времена правления халифа Усмана ибн Аффана, да будет доволен им Аллах, около 300 сподвижников отправились в Ирак. Все они были большими учеными. Абдулла ибн Мас'уд, Абдулла ибн Умар и так далее. Да будет доволен ими Всевышний. Также очень много сподвижников осталось в Медине. Так появились 2 школы – Мадрасатур Раи и Мадрасатуль Хадис. У них было 2 метода вынесения решений относительно возникающих вопросов. Одни занимались поисками ответов, спрашивая, выходя в дальний путь, тщательно исследуя слова посланников Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует. Слова больших сподвижников – это была школа Мадрасатуль Хадис. Другая, Мадрасатур Раи, выносила решения, опираясь на смысл аятов священного Корана, при каких обстоятельствах они были сказаны. К примеру, почему алкоголь – это харам? Потому что он опьяняет. Если он перестанет опьянять, он перестает быть харамом, значит, все опьяняющее – это харам. Это один из примеров. Такими методами они могли выносить решения. Знания этих 2 школ распространились среди верующих в Медине, в Ираке. Передались они к табиинам, от них передались к другим, большим имамам ислама. В истории были еще и другие ученые, которые могли передать нам свои школы мазхабов, но они исчезли. Почему? К примеру, когда появился Абу Ханифа, да помилует его Аллах, ученые поняли, что у него сильное и полное понимание Корана и Сунны, и его решения основаны только на них. Его школа была проработана и передана его учениками последующим поколениям. А другие школы, кроме тех, которые нам известны, не были проработаны и переданы нам учениками, и поэтому мы о них не знаем. К примеру, имам Аш-Шафии, да помилует его Аллах, изучал мазхабы больших ученых своего времени, в том числе и мазхаб Абу Ханифы, и в итоге появилась школа имама Аш-Шафии. А его мазхаб изучил имам Ахмад, да помилует его Аллах, и впоследствии появилась школа имама Ахмада. Сейчас по всему миру мусульмане следуют 4 школам мазхаба – Абу Ханифы, Малика, Аш-Шафии и Ахмада. Да помилует их всех Аллах. Все они дошли до нас, потому что им последовали большие группы ученых, которые работали над ними. Можно ли придерживаться мнения другого мазхаба в отдельных вопросах? В первую очередь он должен знать, изучить мазхаб. У людей, не знающих, не бывает мазхаба. Он появляется у того, кто изучал религию. Если кто-то изучил мазхаб имама Шафии, значит он его мазхаба. Если изучил мазхаб имама Ахмада, значит его. К примеру, если кто-то задает вопрос, нарушается ли омовение при касании противоположного пола, не являющегося махрамом, то отвечающий должен знать весь раздел нарушения омовения, который передан в одном из мазхабов, чтобы вынести решение и дать ответ. Если кто-то хочет брать омовение, как в мазхабе имама Абу Ханифы, то он должен полностью перейти в его мазхаб, учитывать, как в его мазхабе он будет принят, когда он будет нарушен и так далее. В ином случае, если брать ответы из разных школ мазхабов, то это будет не шариат, а смешивание мнений. Если у меня есть знание о всех 4 мазхабов, то я могу дать человеку ответ, который облегчит ему какое-то дело, если у него есть в этом острая нужда.
Пусть Всевышний одарит нас своей милостью. Мир вам и благословение Всевышнего.